тиши, где присутствие Твое. Дух во мне течет, любовь свою несет. Перед Твоим троном я склонюсь. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Ты боль всю исцелил, во благо обратил, Ты подвиг на кресте совершил. Все слезы сосчитал, мой страх навек забрал. Сын Божий ради нас отцем стал. Ты взял мою вину, Тобою лишь живу. Грех мира Ты распял на кресте. Святая кровь Твоя очистила меня. Ты искупил и оправдал меня. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Царь царей, миру свет, Иисус Мессия, Бог богов. Царь царей, миру свет, Иисус Мессия, Бог богов. Царь царей, миру свет, Иисус Мессия, Бог богов. Царь царей, миру свет, Иисус Мессия. Мы к Тебе воззовем, Дух Святой, мы Тебя так ждем. Руки к небу вознесем, Дух Святой, мы всем сердцем ждем. Господь, спасибо, что Ты с нами в каждом дне, что Ты здесь, Иисус. Мы благодарим Тебя, Господь, и хотим идти за Тобой в каждом дне. Хочу я быть с тобой всегда. Ты смысл жизни для меня. Я с тобой все могу. Огонь и воду я пройду.
Твое присутствие, Господь, прихожу вновь и вновь. Хочу познать Тебя, Бог мой, Ты стал навек моей судьбой. Каждый день я иду за Тобой. Я иду за Тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, Ты со мной, я всегда в Твоих руках. Я иду за Тобой, Твой покой внутри меня. Славлю я Тебя, Бог мой, Ты есть сила для меня, для меня. Эгинен долабын, эгинен болабын, энин ологун болагын, эн күзгүнен көябын, артыммен аңабын, эгин батырган иебин, эгин батырган босголондун кутталдан, айыдан арам эгин илирерген тутардан, эгин батырган эягинен долабын, айкалыбын даңарам, энин күн болагын, болагын. Иду я за Тобой, иду я за Тобой, иду я за Тобой, за Тобой. Иду я за Тобой каждый день, иду я за Тобой, Иисус, иду я за Тобой, за Тобой. Иду я за Тобой, иду я за Тобой, иду я за Тобой, за Тобой. Иду я за Тобой каждый день, иду я за Тобой, Иисус, иду я за Тобой, за Тобой. Я иду за Тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, Ты со мной, я всегда в Твоих руках. Я иду за Тобой, Твой покой внутри меня. Славлю я Тебя, Бог мой, Ты есть сила для меня. Я иду за Тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, Ты со мной, я всегда в Твоих руках. Я иду за Тобой, Твой покой внутри меня. Славлю я Тебя, Бог мой, Ты есть сила для меня, для меня, для меня, для меня. Аллилуйя, Господь, сила и крепость в каждом дне для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы в Твоей руке, Ты нас держишь крепко-крепко и не отпустишь, Иисус. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Ты Бог, знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, не смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш
отвечаешь. И все вместе. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Hasbidi süreğiye Tuğunan doların dileği Halar bakın hamam torku Dağlara Cühünütten görbökün Nadı yağın süreğiye Körde hüge ettiği Nerene tutamahım Nerene tutamahım Nerene tutamahım Min Allah'ım en güçlerilerge Nerene tutamahım Nerene tutamahım Nerene tutamahım Min Allah'ım en güçlerilerge Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Мы превозносим тебя. Мы превозносим тебя. Мы превозносим тебя, Иисус. Мы превозносим тебя. Мы превозносим тебя. Мы превозносим тебя, Иисус. Мы превозносим тебя. Мы превозносим тебя. Мы превозносим тебя, Иисус. Мы превозносим тебя. Мы превозносим тебя. Мы превозносим тебя, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. Доверяю тебе, не боюсь. В твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Мы доверяем тебе, Господь, каждый день нашей жизни. Какие бы обстоятельства ты ни проходил, ты можешь доверять Богу. Господь выведет тебя из любых обстоятельств. Даже если тебе кажется, что выхода нет, помни, у Бога есть выход всегда для тебя и из любой ситуации. Мы благодарим Тебя, наш Бог. Аллилуйя. Тщетно искал, чем сердце наполнено.
что тают, как сон. Тогда ты пришел, собрав осколки жизни. Все, что нужно мне, с избытком в тебе я навек приобрел. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Избран тобой, пусть не совершенен, ошибки мои увидел все ты, но назвал меня друг. Весь ты рядом в победах и в поражениях. Нет таких мест, где милости крест не нашли вы меня. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Слезы в смех обращаешь, в красоту серый пепел, смыл позор своей славой. Это можешь только ты. Строить сад из развалин, из костей делать война, разделять слово море. Это можешь только ты. Это можешь только ты. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. В этом мире нет ничего, что сравнится с тобою, мой Бог, не сравнится. Ничто в этом мире с тобой. Аллилуйя. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою великую милость, которая пробудила нас в это благословенное утро. Отец, мы сегодня предстоим перед Тобой, открываем все свои сердца, все наши уши и простираемся к Тебе. Просим Тебя, наполняй, освети Духом Твоим Святым. О, Дух Святой, драгоценный, чудесный Божий Дух Святой, мы жаждем Тебя, мы жаждем, чтобы Ты наполнял нас до избытка, чтобы наша жизнь была жизнью с избытком во Христе Иисусе. Славим Тебя и благодарим, Отец, и благословляем наш город, в который Ты переселил нас,
каждого, рожденных в разных местах. Благодарим, Господь, потому что мы каждый имеем призвание, Господь, быть на этом месте, Господь, в этом городе, быть Твоей церковью, быть Твоим светом в этом мире, быть солью, Господь, чтобы осолить это общество, чтобы оно не сгнило, Господи. Во имя Иисуса Христа, пусть Твое царство в этом городе распространяется до предела земли, до края земли. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты создал церковь на краеугольном камне, на Иисусе Христе. И Ты сказал, что церковь Твою врата ада не одолеют. Истинно так, Господь. Мы сегодня провозглашаем, что мы искуплены, все абсолютно искуплены драгоценной кровью Агнца Божьего. И нет среди нас болящих во имя Иисуса Христа, потому что Ты более чем 2000 лет назад на Голгофском кресте искупил всякую болезнь, всякие немощи, всякие страдания человеческие, искупил своим телом, пролив свою драгоценную кровь. И мы сейчас провозглашаем силу крови Иисуса Христа в каждом из нас, среди наших близких, среди наших семей, во имя Иисуса Христа. И Словом Божьим мы говорим: нет болящего среди народа Твоего, ранами Иисуса мы искуплены. Слава Тебе, Господь, слава Тебе. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты поставил служителей в нашей церкви. Благодарим Тебя за нашего пастора Алексея. Благослови его во всех путях, в его поездке, Господь, в его общении, Господь, в его пребывании, Господь, в тех местах, которых Ты предопределил. Отец Небесный, дай через него, Господь, видение, как вести церковь, Господь, чтобы тут было царство Твое на земле, Господь, как и на небе. Славим Тебя и благодарим. Молимся, Господь, за Любовь Николаевну, служителя Слова. Помажь ее уста, Господь, чтобы через нее, Господь, проливались реки воды живой, Господь, которые способны разрушить всякие немощи в жизни, всякие цепи несвободы, да будут разрушены через Слово Божье сегодня во имя Иисуса Христа. Также мы молимся о наших братских церквях по всей Якутии, по всей Амурской области, по всему Северо-Восточному Союзу, по всей России, по всей земле. Да будет мир во всем мире, да будут все верующие, все церкви провозглашать мир по всей земле. Да будет искуплена каждая душа во имя Иисуса Христа. Славим Тебя, Господь, чтобы люди, живущие на этой земле, познали Твою милость, Твою спасительную силу благодати. Благодарим Тебя, Господи. Аллилуйя, Господь. Спасибо Тебе, Господи, Дух Святой. Прикасайся, Господь, могущественной силой Твоей, каждое сердце, стоящее перед Тобой, Господь. И мы все приносим все свои нужды перед Твоей святостью, Господь. Ибо Ты есть один ответ на наши нужды, на наши молитвы. Ты есть Господь Бог всемогущий, царствующий во веки веков, славный, прославленный. Имя Тебе, Иисус Христос, во веки живой Бог, во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Ой, по привычке чуть микрофон не дала. Слава Богу, приветствуем вас, дорогие, драгоценные. И как у нас принято, да, как научает нас пастор, давайте друг друга приветствуем. 3 минуточки. Подойди к 3 людям, чтобы сказать им благие слова. Нет, перед словом. Перед словом.
Света. Да? Мария. Ага. Это один. Собрание Кентахала. Здравствуй, дорогая моя пчелка. Все трудится, летает. Чика-чика. Хорошо. Спасибо. Света. Здравствуйте. Руки холодные. Где наш хлеб? Привет. Привет. Девочки наши. Слава Богу, что у нас есть церковь, за то, что у нас есть столько много братьев, сестер, которых невозможно объять своими двумя руками. Давайте, драгоценные, сейчас я благословляю вас всех войти в мир Божий, успокоиться, настроиться на волну Божию. И сейчас мы будем совершать причастие. Драгоценные, давайте мы все-таки все успокоимся. Сегодня людей так много, радостно всех видеть, но у нас таинство, вечеря Господня. И мы все должны приготовить свои сердца и сделать это как должно, то есть с почитанием, благоговением, с благодарностью. Спасибо Тебе, Господь, что Ты оставил нам это таинство, что мы можем в нем участвовать, Господь. Благодарим Тебя, потому что это великая честь, это великое благо для каждого из нас, потому что, принимая тело Христа и кровь Христа, мы принимаем Его жизнь. Он сказал, кто ест тело Мое и пьет кровь Мою, тот жизнь будет вовек. В том жизнь Божья. Понимаете, мы прикасаемся к такой святыне, мы прикасаемся к самому Богу, Его прославленному телу. И когда Иисус это делал, Он преломил хлеб и возблагодарил Бога. И мы сейчас, драгоценные, мы просто давайте помолимся вначале, а потом будем принимать вечерю. Поэтому прошу встать всех на свои ноги и будем молиться. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою жертву, за Твою милость, за Твою любовь, которая явлена на кресте, и Ты являешь в каждом дне. Мы благодарим Тебя за это ломимое тело, что мы можем прикасаться, мы можем вкушать и становиться частицей Тебя, частицей Твоего тела, и Твое тело входит в нас. Ты сказал, что кто ест тело Твое и кто пьет кровь Твою, в том Ты живешь, и тот в Тебе живет. Господи, мы сейчас осознаем это, мы понимаем это, благодарим Тебя за это. И каждый из нас да сейчас осознанно прокрутит то, что произошло на кресте. То, как страдал, как мучился, как издевались над нашим Господом, над Его телом, как проливалась Его драгоценная кровь за то, чтобы смыть каждый наш грех и все беззакония наши. Господи, благодарим Тебя за жертву, за искупление, за прощение. Благодарим Тебя за исцеление, потому что, принимая Твое тело и Твою кровь, мы получаем Твою жизнь. И приходит исцеление с Твоей кровью, восстановление, генерация, иммунитет восстанавливается, органы обновляются. Господи, мы благодарим за то, что мы можем быть причастниками этого таинства и Твоего естества. Благодарим Тебя, Господь. Славим Тебя. Драгоценные, каждый прокрутите то, что было, чтобы вы подошли сюда с благоговением и благодарностью. Вначале берем
хлеб, то есть тело Христа, а потом кровь. Так нам дал образец, как делать Иисус. Делайте это по мере того, как вы готовы подойти. Начинаем с этих рядов. Пошли как обычно, это не первый раз. Просто сегодня много людей, давайте будем это делать дружно. Благословляю. Обезображен, измучен он был, пригвожден ко кресту Божий Сын. Как велика сила Божьей любви, как дорога цена искупление нашей души. Свершилось, и я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах буду вечно я с ним. Обезображен, измучен он был, пригвожден ко кресту Божий Сын. Как велика сила Божьей любви, искупление нашей души. Свершилось, я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах буду вечно я с ним. Свершилось, свершилось, я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах буду вечно я с ним. Мой Бог живой, и я Его славлю, Ему воздаю всю хвалу. Мой Бог воскрес, и я с Ним воскресну, всю вечность с Отцом проведу. Мой Бог живой, и я Его славлю, Ему воздаю всю хвалу. Мой Бог воскрес, и я с Ним воскресну, всю вечность с Отцом проведу. Свершилось, я исцелен, свершилось, я Богом прощен, свершилось, жизнь обрела новый смысл. Свершилось, свершилось, на небесах буду вечно я с ним. Мой Бог живой. Аллилуйя, Бог живой, мы ставим Ему славу, Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо, драгоценный Иисус, за то, что Ты совершил на Голгофском кресте. Мы сейчас все приняли верой, и исцеление, и разрушение всяких проклятий, и жизнь с избытком во Христе Иисусе в нас, в нашей жизни и в наших потомствах. Во имя Иисуса. Аминь. И сейчас, дорогие дети наши, подойдите принимать благословение.
Наталья Дмитриевна. Доброе утро, дорогая церковь. Сегодня я прошу церковь поддержать в молитве за наших детей, за наше следующее поколение. Не будущее, оно наше настоящее, оно вот сейчас перед нами. Наши дети, они изначально, еще до того, как родились, они уже были в планах Бога. И для каждого из них Господь приготовил все самое лучшее. И наша задача как родителей помочь детям найти Бога, жить с Ним, жить жизнью, наполненной Духом Святым, и молиться. И молиться. Еще раз напоминаю, по понедельникам в Zoom, в онлайне, да, мы собираемся, мамы, служители, бабушки, молимся за своих детей. Это оказывает очень сильное влияние на жизнь наших детей. Я могу, свидетельствовать, уже 6 лет это служение продолжается, и просто вот эта очень молитва, она сильно помогает нам, мамам, стоять в молитве за наших детей и получать ответы. И жизнь детей, она просто меняется на глазах. Поэтому я просто, немножко чуть-чуть отступления в начале. И, Отец Небесный, дорогой Господь, я прошу Тебя, Господь, благослови каждого молодого человека, стоящего здесь, каждую девушку, каждую девочку, каждого мальчика, Господь, всех наших детей. Благослови, Господь, прикоснись Духом Своим Святым. Каждому из них наполни их сердца, Господь, просто познанием Тебя, Господь, любовью к Тебе, Господь. И пусть в жизни каждого этого ребенка исполнится Твоя воля, Господь. Пусть они будут здоровы, пусть они будут благословенны, Господь. И пусть они будут послушны Тебе, пусть они будут послушны родителям. Пусть в их сердцах просто будут наполнены Божьей любовью, Господь, любовью к людям, уважением, Господь, к старшим, взаимопониманием, Господь. И мы просим Тебя, Господь, пусть все их мечты о дальнейшем, о поступлении в высшее учебное заведение, о дальнейшем их пути, особенно для тех, кто сегодня заканчивает школу, Господь, пусть исполнятся их мечты. Помоги, Господь, просто пусть они поступят в самые лучшие учебные заведения, приобретут хорошее образование, Господь. И пусть будет Божье устройство в их жизни, Господь. И пусть этим летом для каждого ребенка найдется интересное, хорошее занятие. Пусть они будут все здоровы, Господь. Пусть они этим летом хорошо отдохнут, наполнятся силами, Господь. И также, Господь, просто храни и оберегай, где бы они ни находились, куда бы они ни ездили. Просто, Господь, храни и оберегай. Пошли своих ангелов, Господь, чтобы охраняли и защищали наших детей на всех путях. И пусть никто не причинит им никакого зла, Господь. И пусть у них будут хорошие друзья, Господь, которые будут их слушать. И пусть они не слушают чужие голоса, которые не Твои, Господь. Пусть они различают этот голос и идут только за Тобой во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу! И мы благословляем детских служителей Наталью Дмитриевну, Ларису Леонидовну, Татьяну Максимовну, Валентину Николаевну. Пусть Господь через них будет изливать свой свет на наших детей, чтобы они укреплялись духовно, чтобы они возрастали в познании благодати Иисуса Христа. Да будет так. Аминь. И, драгоценные, я благословляю ваши уши, чтобы слышать. Мы забыли еще один важное служение десятин и приношений. Я благодарю вас, Господа, за то, что вы являетесь постоянными, верными в своих даяниях, приношениях. Через это мы научаемся управлять нашими финансами, управлять нашей жизнью, чтобы был во всем порядок и устройство от Бога. Пусть Господь благословит вас и восполнит всякую вашу нужду во славе Своей Иисусом Христом. Да будет так. Аминь.
И сейчас я слово передаю Любовь Николаевне. Поднимитесь. Давайте, поднимитесь. Добрый день всем. Это первый раз, что у нас не хватило чашечек для хлебопреломления. То есть церковь растет, слава Богу. Народ приходит, тепло уже будет народ, церковь расти. Да, можно воздать Господу славу. Драгоценные, у нас сегодня такая серьезная тема, но я верю, что очень благословенная. Как простить по-настоящему? И цель сегодняшней проповеди – это заглянуть вглубь своего сердца, помочь понять, как научиться очищать его от накопившейся за годы нашей жизни горечи, обид и непрощения, и как простить любого человека за любой грех, согрешивший который против нас, совершенный. Хотя прощать – это заповедь Божья, вы это знаете, выполнить ее далеко не всегда легко. Я бы сказала, бывает крайне трудно. И чисто по-человечески иногда даже кажется, что это невозможно. Ведь смысл не в том, чтобы сказать просто «я тебя прощаю» или еще проще «извини». Это-то мы можем сказать. Это еще, так сказать, не представляет такого труда. Но смысл в том, чтобы простить от сердца, то есть простить весь долг обидчику и снять с него всю вину, и не копить впредь этого отравляющего яда внутри себя, а это уже сложнее. Но чтобы стать сынами нам Отца нашего Небесного, нам, драгоценные, необходимо выполнить это повеление Господа. Даже неверующие люди, они осознают тот факт, как сказал Козьма Прутков, что на дне каждого сердца есть осадок. Правда, некоторые научились его искусно маскировать. Скажем так, притрусим сверху Словом Божьим и делаем вид, что у нас все хорошо. И сегодня мы коснемся только практической части того, как поступать, чтобы очиститься от всякого гнилостного осадка в сердце. Некто сказал, легче написать докторскую диссертацию или переплыть море, чем простить по-настоящему. И оно так и есть. То, что каждый человек в своей жизни неоднократно сталкивался с обидчиками и сам выступал вроде обидчика, сомнений нет никаких. Вопрос в другом. Как мы прошли это испытание или не прошли? Посмотрите каждый свое сердце и ответьте себе на вопрос. Имею ли я обиду или непрощение на кого-либо? Допускаю, что ответы могут быть разные. Кто-то сказал, да, имею, а другой сказал, нет, не имею. Мы, христиане, знаем из Писания, что прощать обидчиков надо, и что прощать это хорошо, правильно, ведь иначе и Отец Небесный нас не простит. Знать-то мы знаем, но не всегда прикладываем должных усилий, чтобы выполнить это повеление во что бы то ни стало, особенно если нас обидели жестоко, незаслуженно, и если остались серьезные последствия. То есть мы соглашаемся с тем, что нужно прощать до тех пор, пока перед нами лично не встает этот вопрос – простить или не простить. Например, если изувечили, изнасиловали вас лично или кого-то из ваших самых близких, и в итоге вся жизнь пошла наперекос, или если оклеветали, и кто-то сидел в тюрьме, или лишился работы, или обманным путем остался без наследства, или муж стал изменять и пошел в другую семью, и так далее, и так далее. Несправедливости в жизни больше, чем достаточно. Встает вопрос, где взять силы простить в
в таких случаях. И если нет у человека библейского понимания прощения, то обиды, непрощение начинают постепенно копиться. Ведь многие уверены, что простить подобные поступки, как я только что перечислила, будет несправедливо, будет недопустимо и вообще необоснованно. И потому что обидчик должен понести справедливое наказание. И еще некоторые считают, что они, как потерпевшая сторона, имеют законное право не прощать. Особенно если у них обидчик первый не попросил прощения. Есть такое? Есть, к сожалению. Хотя дело может быть и не только в тяжести нанесенной обиды, как мы перечислили только что, да? А в нашей человеческой неадекватной реакции на, казалось бы, совершенно безобидные вещи. Не так посмотрели, не так сказал, не таким тоном, недооценил, не заметил и так далее, и так далее. Да и на одну и ту же ситуацию разные люди могут отреагировать совершенно по-разному. Кто-то спокойно, с пониманием, а кто-то с возмущением, сразу гневом, криками там и так далее, а кто-то сразу затаил обиду, пустил ее внутрь. Но если реакция людей на один и тот же раздражитель разная, тогда, значит, можно научиться реагировать всегда правильно, а не избирательно, в зависимости от того, кто выступает в роли обидчика. Мы же с вами умеем, драгоценные, контролировать свои эмоции, если этим человеком, который обидчик, является кто-то выше нас по статусу. Умеем? Умеем. Спокойно принимаем недовольство начальника к сведению. Ему точно в ответ не орем, с луной не брызжем, а исправляем замечания. Возможно, конечно, огорчаемся на малое время, но, тем не менее, скоро забываем. А если человек, который ниже нас по статусу, повысит голос, какая будет реакция? Гром и молнии. Гром и молнии. И еще общеизвестный факт, что легко простить чужого человека, но куда труднее близких людей, особенно членов семьи. Есть такое, драгоценное? Есть. А почему их прощать труднее? Ведь мы их любим, правда же? И столько трагедий с судьбой из-за этого. Да потому что мы предъявляем завышенные требования своим близким, и у нас завышенное ожидание по отношению к ним. Муж ожидает, что жена должна вокруг него крутиться волчком, когда и обслуживать его, когда он приходит с работы. Ведь он царь. Он обеспечитель в семье. А жена что считает? А жена, что муж должен ее ублажать и потакать ее слабостям, ведь она тоже работала и тоже устала. Увы, с такими представлениями о семье, с ментальностью царя и царицы, а не ментальностью раба, пашущего и пасущего, конечно же, будут и скандалы в семье, и будет недопонимание, и обиды. Еще в семье, как правило, нет виноватых. Вы это знаете, да? 2 жертвы, 2 обиженных человека. У каждого своя правда, свои аргументы и факты. А где выход? Каждой стороне нужно уступить свои права и взять на себя свои обязанности. Но пусть тот из вас, кто более духовно и зрелый, первый снимет свою мнимую корону и, подпоясавшись, вначале с кротостью послужит другому. Лучше, драгоценные, всегда начинать с кого? С себя, естественно. Сестры, это обращение к нам, написано в притчах 14 главе. «Мудрая жена устроит дом свой». А глупая что сделает? Разрушит своими руками. Вначале рассмотрим, что значит простить по-настоящему. То есть как? По-библейски. Что это значит? А потом уже пойдем более конкретным, практическим шагам, как это сделать. Ефесянам 4 глава, 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга». Как? Как написано? «Как и Бог во Христе простил нас». И сразу же Колоссянам 3:13, там написано: «Как Христос простил вас, так и вы». У нас есть Слово Божье, где описано, как Бог простил нас во Христе и как простил нас Христос.
немножечко вспомним, ведь без ясного понимания прощения Бога по отношению к нам невозможно будет простить обидчика полностью. Открываем Евреям, 8 глава, 12 стих. «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Бог не собирается вспоминать. Псалом 31, еще там, я зачитаю вам 2 стиха. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». Это 1 стих. Отпущены беззакония, и грехи покрыты. И 2. Блажен человек, которому Господь не вменяет греха, и в чьем духе нет лукавства. Драгоценные, Бог не вменяет. В других местах написано также, что Бог грехи и беззакония наши изглаживает, это в Исаии, удаляет, в Псалме 102. То есть простить – это не значит забыть. Господь не забывает ничего, но Он принял решение простить нас, все наши грехи, все беззакония. Он принял решение покрыть их, Он принял решение не вспоминать их, Он принял решение не взыскивать и не использовать их, наше прошлое против нас. Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы в нем сделались праведными пред Богом». Драгоценные, мы с вами полностью оправданы благодаря искупительной жертве и заместительной смерти Иисуса Христа. Вердикт Бога по отношению к нам какой? Невиновен, не должен, святой, праведный. Вы услышали вердикт? Вы оправданы полностью. Праведность Господа Христа, выше которой ничего нет, она на нас. Итак, первая характеристика библейского прощения – это принятие решения простить обидчика и сделать это сознательно, волевым усилием. Бога никто не мог заставить это сделать. И мы с вами точно так же добровольно должны принять решение простить, а не руководствоваться своими чувствами и эмоциями. Ведь чувства и эмоции – это что? Это следствие того, что мы думаем. Если мыслим правильно, тогда и поступать, соответственно, будем по Слову Божьему правильно, в соответствии с Божьими принципами. Принимая решение простить, нужно понимать, что мы только становимся, драгоценные, на путь прощения, и это процесс. А значит, наши чувства, наши эмоции могут сразу не исцелиться, и боль сразу может не исчезнуть, что чаще всего и бывает. Прощение – это наша позиция, а не прощение – это тоже наша позиция, которую мы также выбираем решение своей воли. Это же мы принимаем, я его прощу или не прощу, или кто-то за нас принимает. Это мы принимаем, драгоценные. И вторая характеристика библейского прощения – Господь Иисус простил нас на Голгофском кресте как? Безусловно и односторонне. Он для нас пример для подражания. И Бог Отец простил нас точно так же, полностью. Колоссянам 2:13. «И вас, которые были мертвы во грехах и необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простил нам все грехи». Нас, мертвых в грехах, простил полностью. Односторонне, безусловно. Нам, чтобы простить человека по-библейски, также нужно практиковать одностороннее, безусловное прощение, а не ожидать, когда обидчик покается, осозная свою вину. И этого, драгоценного, может никогда в жизни и не случиться. Мы с вами должны также первым просить прощения за свою часть вины в конфликте, даже если она там 1-2% всего из 100. Мы не можем с вами изменить других людей. Мы не можем. Но что мы можем? Приучить себя не обижаться чуть что, а реагировать и прощать по-библейски. Третья характеристика библейского прощения – не требовать справедливого наказания к обидчику, не мстить ему, не судить, отпустить его на свободу, то есть вообще не вспоминать о его грехе. Забыто. Забыто. Мы же не хотим, чтобы Бог поступал с нами по справедливости, так как мы того заслуживаем. Или кто-то хочет. Я думаю, что нет. Мы прекрасно понимаем, что каждый из нас заслуживает наказания и смерти. Об этом нужно помнить, и поэтому с другими, такими же, как мы, людьми, поступать так, как хотим, чтобы с нами поступали. Угу. Тем более,
Пример Господа всегда пред нами. 1 Петра 2,23. Будучи злословим, это в Иисусе, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предал то судьи праведному. Бог, Он единый судья, и своей славы Он даст никому. Мы не имеем права, драгоценные, судить чужого раба и выносить вердикт виновен. Раб каждый стоит пред своим Господом, Господином. Римлянам 12:15. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «мне отмщение». Кто должен мстить? Мы точно не должны. Это не наше дело. Если мы становимся на место Бога судьи и решаем, кого и как наказать, будем наказаны сами. Конфуций так сказал: прежде чем примете решение мстить, выройте 2 могилы. Почему 2? Знаете почему? Когда пчела, она ужалит кого-нибудь, она погибает. То же происходит и с нами. Когда мы мстим, когда мы обижаемся, когда мы жалим другого, мы воздаем зло на зло. Этим мы уязвляем не только тело обидчика, туда, да, жало, но одновременно уязвляем, жалим, озлобляем, знаете что, свою душу. А душа – это более ценная часть, согласитесь, чем тело. То есть мы себе вредим гораздо больше. Гораздо больше. Поэтому, дорогие, как Бог оправдал нас, как Он нас оправдал во Христе? Полностью. Да? И праведность Господа теперь у нас, так и нам надо полностью оправдать обидчика, снять с него всю вину и не возвращаться к этому вопросу. То есть не вспоминать, не прокручивая своей памяти, как киноленту. Да? Как поступал Бог? Псалом 102:12. «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши». Знаете, восток и запад никогда не встретятся. Вот и нам с этой своей обидой не надо встречаться. 4-я характеристика библейского прощения. Простить весь долг обидчика. Принять решение и написать на долговой расписке «не должен». Так поступил Господь. Он выкупил нас ценой пролития своей крови и смерти, да, из рабства греха со всеми нашими неподъемными, неоплатными долгами. И весь наш огромнейший долг простил нам безвозмездно. Смотрите на крест, драгоценные, и на все, что происходит с вами в жизни, смотрите через призму креста. И помните цену своего искупления и прощения. Вне зависимости от размера долга и тяжести последствий греха, обидчика надо простить на сколько процентов? На 100. Для наглядности разберем такой пример. Ну, допустим, у вас брат из церкви занял, скажем так, 1 миллион рублей на покупку квартиры. Сказал на 1-2 месяца. Но в итоге он не вернул ни копейки. Скажите, можно простить? А вообще скажите, нужно прощать в таком случае или нужно идти в суд? Кто за то, что нужно простить? Так, а кто за то, что нужно идти в суд? Знаете, многие, половина на половину, остальные воздержались, а их большинство. Люди пока не определились, они ждут же, что же им скажут сейчас. А скажем мы то, что написано в Слове Божьем. В Библии дан совершенно однозначный ответ на этот вопрос. И мы сейчас даже ответим, два местописания. Первое, 1 Коринфянам 6:7. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою, для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения». Знаете, если здесь можно допустить мысль, что речь идет о каком-то незначительном ущербе, то в притче, описанной в Матфея 18 главе, даны уже конкретные цифры долга. И суть притчи вы знаете. Раб, которому государь его простил долг. Сколько тысяч талантов? 10 тысяч талантов. Не простил своего товарища, который ему был должен 100 динариев, то есть 560 тысяч раз меньшую сумму. Вдумались? Узнав это, давайте мы откроем Матфея 18:32. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб. Видите, как обращается? Злой раб.
Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простил каждый из вас, как от сердца, то есть полностью своему брату, своему согрешению его. Как Отец поступит с нами, драгоценные? Отдаст истязателям. То есть мы с вами будем сурово наказаны до тех пор, пока не научимся прощать. Сегодня мы этому будем учиться. Нужно помнить, что не оказавшему милость суд будет без милости. Это Иакова 2 глава, 13 стих. Итак, сумма, которую злой раб задолжал государю, была фантастически большой. Я математически это точно высчитала, не поленилась. 1 талант равнялся 5626 динариев и равнялся 1 килограмму 920 граммам золота. То есть долг раба составлял, соответственно, 56 миллионов 260 тысяч динариев или 19 тонн 200 килограмм золота. Представили? Так как 1 динарий – это была среднесуточная плата в то время, то выплатить такой долг было невозможно. Ведь тогда рабу нужно было жить и проработать минимум 154 137 лет. Проживете столько? Это при том, что не считать, что ему надо было за что-то жить. Это если он все, гасил только долг, без процентов, гасил просто. О чем здесь речь? О нашем огромнейшем долге перед Господом, который мы никак, драгоценные, не сможем погасить. Что бы мы с вами ни делали, и как бы мы с вами ни старались, невозможно. Это царский подарок нам, расслабьтесь. Бог простил нам весь этот долг, все грехи, все беззакония, и дал указание. Какое указание? 33 стих. Помиловать товарища, как он помиловал нас. Это к нам? К нам. Легко простить долг, скажите, в 1 миллион? Не думаю. К тому же наше обостренное чувство справедливости, наше эго, жажда мести будет днем и ночью вопить, орать в небо к Отцу о помощи и возмездии. Будет? Будет. А мы, христиане, еще любим запрещать пожирающим, указывать на свою десятину, связывать козни дьявольские и так далее. Но мы никак не хотим допустить мысли, что нужно смириться и простить, коль сами вогнали себя в такую ситуацию. Ведь общеизвестный факт, если даешь долг, будь готов к тому, что тебе его не вернут. Я, драгоценный, ни в коем случае не призываю не одалживать. Мы должны одалживать, Слово Божье говорит, но одалживать нужно и по водительству Духа Святого, чтобы таких врагов бездумно не наживать. По Божьему водительству. О покрытии чужих грехов своей любовью очень хорошо пояснил в прошлый раз наш пастор Алексей. Я просто рекомендую эту проповедь прослушать. Идем с вами в Нагорную проповедь. Матфея, 6 глава, 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Есть такое? А 2 стих, 15. «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Чтобы получить Божье прощение, человек должен прощать сам. Таков принцип Божьего Царства, такова библейская реальность. Согласны? Крест, драгоценные, лишает нас, каждого из нас, всех наших прав в непрощении. Нет никаких, ни одного оправдания для непрощения. Мы прощать должны всегда, без исключений. Когда мы отказываемся прощать, то этим самым мы заявляем, что не нуждаемся в Божьем прощении в судный день и в нашей жизни. Этим мы умаляем, обесцениваем тяжесть грехов, которые Бог нам простил. И так мы с вами идем, не прощая, против воли Божьей, потому что прощение – это Божья воля и это Его замысел. Итак, 5-я характеристика библейского прощения. Идем к ней. Прощать брата нужно бесконечное количество раз. В 2 Евангелиях,
чтобы мы так поняли это наконец-то. В Матфея 18 главе и в Луки 17 главе Господь учит своих учеников прощать именно так. Помните Матфея 18:21? Петр спросил: сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 ли раз? Наверное, подумал, вот это я прям герой веры. А ему что Бог ответил? Что он ему ответил? Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз, драгоценно 490 раз в день. Другими словами, это бесконечно, это без счета. Кто будет считать? Так, 489, 490, все, больше не прощу. Нет. Ну кто же будет их считать столько раз? Прощать нужно сразу и не давать обиде пускать горькие корни. Как написано в Ефесянам 4:26, гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. А почему, драгоценно, так важно прощать сразу? Почему? Когда упускаем обиду в сердце, она вскоре уже перерастает в ненависть, и искоренить ее туда будет гораздо труднее. Всегда легче предотвратить болезнь, скажу вам как врач, чем с последствиями этой болезни уже бороться. Если своевременно не разбираться с обидами, то осадок в человеческом сердце из камней горечи, злости, раздражения, гнева сделает наше сердце жестоким, захламленным, израненным, больным, отравленным. Апостолы услышали такой ответ Господа 490 раз, да? Они попросили, знаете, что они попросили в Луки 17:5? Умножить в них веру. Они были в шоке. Как так столько раз можно простить? И нам, драгоценное, нужно просить об умножении веры и долготерпении. Так как нашей вере человеческой нам не хватает этого, и терпения не хватает надолго. Ну, раз простили, ну, 2 простили. Даже 3-й раз в один и тот же день или в 1 час, вы знаете, у нас не хватит уже терпения. Мы можем уже встать и в позу непрощения. Какой там 400 раз? Прежде чем перейдем к конкретным практическим шагам прощения, хочу дать еще пару определений слова «простить». Простить – это вырезать злокачественную опухоль из своей внутренности. Интересное сравнение. Не знаю, к сожалению, кому именно принадлежат эти слова, но как опухоль распространяется и пожирает все вокруг, захватывая все новые области, убивая человека тем самым, точно так же и непрощение. Обида – это яд, который беспрепятственно распространяется, отравляет нашу жизнь, приносит массу болезней на всех уровнях – психическом, эмоциональном, физическом. В обиде есть 2 фазы. Это первая – стрессовая, сам момент обиды, и накрутки фаза. Вы знаете, вот 2-я фаза, она опаснее, потому что она длится годами. И все это время обижен разрушает кого? Свой собственный организм. Известный богослов такой есть, Льюис Смит так сказал: простить значит отпустить заключенного на свободу и обнаружить, что этим заключенным были, кто вы думаете? Аминь. Вы сами. Человек, который живет в непрощении, он не только обидчика закрыл в своем сердце, он и обидчика закрывает, потому что он постоянно с ним ведет диалоги, там ему что-то доказывает, в нелицеприятные эти беседы, да, выясняет отношения, но он и сам себя закрыл в этой тюрьме. Сам себя. Одной цепью, потому что он сковал его с собой. Льюис принадлежит такие слова: прощать бывает больно, но куда больнее не прощать. Созвучно этому такое сравнение: непрощение, как брошенный бумеранг, который возвращается и больно бьет прежде всего того, кто его запустил, драгоценные. Вот почему прощение нужно прежде всего нам самим, а не нашим врагам. Прощая, мы в первую очередь делаем себе одолжение и делаем себе благо, а не нашим обидчикам. Запомните это. Это мы прежде всего выходим на свободу из тюрьмы, как я сказала. Это мы исцеляемся. Это мы очищаем свое сердце, выметаем свой дом от этого ненужного хлама. Нет безобидных последствий непрощения и обид. Их очень много, и они все тяжелые. Но я озвучу не все, а только одно еще из них. Непрощение разрушает наши отношения с Богом. Ведь человек, который обидел другого, еще больше обидел и оскорбил кого?
Бога, Духа Святого. Аминь. Любой грех, это прежде всего совершается против Бога. Помните, как Давид молился? Да? Тебе единому согрешил. С Версавией переспал, Урию убил, а говорит, тебе единому согрешил. А потому что против Бога согрешил. Также и нам нужно понимать, что мы грешим против Бога. Так что согласитесь, есть смысл научиться прощать так, как велит нам Слово Божье. Есть смысл научиться? Я думаю, вы для этого сюда и пришли. Допустим, что сегодня, когда вы прослушали это слово о прощении, осознали всю милость, любовь, великодушие и благость Божью к нам, и осознали всю тяжесть последствий непрощения и непослушания Богу, и решили изменить ситуацию. С чего нужно начать? Первое. Принять решение исполнить Божье повеление в точности, покориться Слову и Господу, то есть простить обидчика по-библейски. Перечислим характеристики, так вкратце. Безусловно, одностороннее, полностью, от сердца, не считая количество раз, не вспоминая об обиде, не требуя справедливого наказания к обидчику, не мстить ему, отпустить на свободу его и себя. Второй шаг – уединиться и молитвенно определить список обидчиков и написать его. Если какой-то эпизод обиды всплывает периодически в вашей памяти, но при этом вы не испытываете негативных чувств к обидчику, нет в сердце ярости, ненависти к нему при воспоминании, не желаете ему зла, не хотите отомстить, отплатить, сделать так же больно, как и вам, то оставьте эту ситуацию этого человека в покое. Вы его наверняка уже простили. А вот если все перечисленное есть, и оно живо, и вы действительно ненавидите кого-то, избегаете его общества или активно принимаете действия, чтобы отомстить любым способом, тогда пишите его смело в этот список должников. И еще есть хороший такой ориентир. Желаете вы процветания и преуспевания бывшему обидчику? Или нет? Если нет, тогда тоже пишите его в этот список. То есть в одну колоночку пишите имя, фамилию, если знаете, можно по имени, а в другую колоночку пишите все, чем он против вас нагрешил. Но пишите своими именами, называйте. Ограбил, оклеветал, унизил, избил, не знаю что. Пишите то, что есть русским языком. Третье и самое трудное – начать действовать. Ведь простить точно так же, как и любить, это не слова. А что это? Дружно. Действие. Это дела. Возьмем прямо сейчас пару минут, чтобы мы могли, помолившись в душе, определить имя, вы не вставайте, своего обидчика. Закройте глаза, друг друга не слушайте, попросите Духа Святого осветить это имя. Дух Святой обычно быстро показывает, поэтому если всплыло, не накручивайте ничего. Нам достаточно пока, не надо все вспоминать, все равно мы будем молиться только за одного человека. Вот одно имя всплыло, достаточно. И давайте я вас поведу в молитве, но вы молитесь от чистого сердца искренне. Вот за этого человека. Давайте это просто практика. Мы пойдем дальше. Молитва такая у нас будет. Господь, а вы все тихонечко каждый себе молитесь. Господь, я благодарю Тебя, повторяйте, что Ты простил все мои грехи и беззакония. И прошу, прости меня, что я не сделал так по отношению, назовите имя обидчика, я буду говорить, допустим, Кузьма, по отношению к Кузьме, и этим согрешила против Тебя лично. Благодарю за Твою жертву и пролитую кровь. Я сейчас осознанно принимаю решение исполнить Твое повеление и полностью простить Кузьму за все то, что он мне сделал. И перечисляйте. Обворовал, избил, что там он изнасиловал, все, что сделал Кузьма. Дальше. Господь, не взыскивай с него за этот грех. Прошу Твоей помощи и благодати Духа Святого, чтобы мне подавить свое «я», свое тщеславие, свою гордыню, чтобы я простила обидчика по-библейски, освободила свое сердце от всякой горечи непрощения и освободила от всякой вины и долга. Назовите имя Кузьмы, а вы кого там. «Излей свою любовь, Господь, через меня на него. Благодарю Тебя». Аминь.
Мы сейчас исповедовали как бы прощение, помолились, как написано в Марка 11:25, и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец Небесный простил вам согрешения ваши. Скажите, не трудно было так молиться? Возможно, только некоторым трудно было, но большинству, скорее всего, что просто и легко. А что произошло после такой молитвы? Не знаю. Все индивидуально. Может, кто-то, кто недавно затаил обиду и освободился от труда, вернее, груза горечи и обиды. Но судя по практике и тому огромному количеству христиан, которые живут в обидах, хотя они неоднократно молились подобными молитвами на проповедях, на семинарах, тренингах, редко что изменялось. У кого-то, то есть одномоментно, вот редко у кого что-то изменялось, чаще не изменялось особо ничего. А почему? Ведь мы искренне молились, хотели простить. И здесь нам, дорогие, поможет золотой стих, мой любимый стих из Нагорной проповеди. Матфея 5 глава, 44 стих. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благодарите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Я, знаете, не так давно получила откровение, что сказано в этом стихе не только непостижимо для нашего ума повеление любить врагов, но и дана подсказка. Четко прописан алгоритм действий, которые мы призваны исполнять по отношению к тем, кто нас обижает, кто нас ненавидит и кого мы ненавидим в ответ. Вопрос к вам. А мы сейчас эти действия сделали, когда повторили один раз молитву? Нет, дорогие. Мы только подошли к началу решения вопроса. Ведь задача непосильная – вытащить одной молитвочкой глубокие, горькие корни, разрубить железные цепи, убрать весь осадок в сердце и обезвредить яд во всем теле. Был процесс, когда мы с вами впустили обиду, дали ей место в своем сердце, лелея ее и годами стояли в позиции жертвы и саможалости. И эта обида, она давно переросла в ненависть, изменила наше поведение, привычки, характер. Так значит, и избавление от обиды и непрощения тоже процесс. И потребуется с нашей стороны время, терпение, упорство и неотступное желание простить и стать свободными. Несколько лет назад я делилась с вами, это подробно делилась, историей, как Бог учил меня прощать по-настоящему. Я тогда была новообращенной верующей, и когда услышала проповедь, вот так как некоторые из вас сегодня, что нужно простить всех обидчиков, я написала список, помолилась искренне, всех отпустила, как я решила, всех простила. Знаете, а ничего не произошло. Я с удивлением и ужасом поняла это, когда лицом к лицу встретилась с обидчиком, которого простила. Вот тогда-то и начался процесс освобождения по водительству Духа Святого. Молитвенно, на коленях я выпрашивала прощения, вымолила его со слезами у Бога. И не один день, не один. И оно пришло. Свобода пришла, груз тяжести упал, плечи распрямились. Простила тогда обидчика полностью и осознала даже часть своей вины в той ситуации. Так стоит нам с вами так молиться, как мы только что молились, или не стоит? Стоит, совершенно верно. Нам нужно так молиться и не один раз. Нужно обязательно принести и обидчика, и свои обиды Богу, признать свою вину, сказать о своем твердом намерении простить и отпустить обидчика на свободу. Так мы приобретаем Божье прощение и силу простить врага. Но если обида драгоценная остается все равно, то не нужно нам с вами опускать руки и сдаваться, оправдываясь тем, что я уже все сделал. Нет, не все. Нужно идти дальше. Итак, после того, как мы примем решение простить обидчика, помолимся об этом Господу, что нам нужно делать дальше? Опять вы видите Матфея 5:44 на экран. Первое практическое действие – молиться за обижающих нас. Драгоценно не колдовской молитвой молиться, как, например, «Господь, измени брата»,
Пусть он осознает свой грех, пусть он исправится, придет и покается. Нет, конечно, ничего подобного. Просите, чтобы Господь показал вам, как Он видит этого брата или сестру, чтобы осветил все его хорошие черты и стороны, чтобы Дух Святой направил стопы этого брата, и Бог уравнял пути его, чтобы Он благословил его обильно на входе и на выходе и так далее. Когда начнете молитвенно желать добра этому брату или сестре, то постепенно ваше сердце размягчится. И вы сможете взглянуть на ту ситуацию под другим ракурсом и начнете по-другому смотреть на самого обидчика. Но если подобных молитв тоже будет недостаточно, и чувствуете, что осадок он все-таки есть, добра вы ему точно там преуспевание не желаете, и чтобы в лотерею выиграл, нет, пусть уж лучше кто-нибудь другой. Знаете, значит, надо что-то другое. Подключить второе практическое действие. В этой же главе читаем. Начните благословлять проклинающих вас. То есть, не только молитесь, чтобы Господь обильно благословил вашего обидчика во всех делах и дал ему успех, но что делаете? Делаете реальное добро сами. Думайте о благо обидчика, служите ему намеренно, просите у Бога мудрости, чтобы он показал эти возможности, как вы можете ему послужить. Составьте для себя определенный план, приходите в церковь пораньше, улыбайтесь, встречайте, приветствуйте, обнимайте, говорите, желайте ему благословенного дня, заедьте за ним на машине, если едете. Ну, мало ли, как вы можете благословить. Не смотрите на свои чувства, они точно будут бунтовать и будут кричать. Они будут кричать громче, не знаю чего. Нет, почему я должен делать добро этому подлецу? Я что, безумный? Запросто можете услышать такую себе внутри монолог. Вот. Игнорируйте свои чувства и будьте безумными ради Христа. Будьте безумными. Он именно так поступил, Христос. Он прощал, молился, благословлял. Аминь? Аминь. Апостол Павел в Римлянам 12 главе также нас увещевает иметь добрые чувства к врагам в своем сердце. Он пишет, 14 стих, «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Третье практическое действие – благотворить ненавидящим вас. То есть здесь еще и материальная часть может быть задействована. Римлянам 12:20 так звучит. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его». Не будь побежден, 21, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Если ваш обидчик нуждается в финансах, благотворите, восполните его нужду сколько можете. Да, дорогие, нелегко относиться к врагам так, как к людям, которых мы искренне любим. На самом деле это трудная духовная битва. Но именно так формируется библейское мышление, так преображается наш характер. В Божьей природе нет качества такого обида. И у нас не должно быть. Постепенно к нам придут добрые чувства, расположение к этому человеку. А позже не исключено, что с Божьей помощью и истинное чувство любви появится. Если хотите ускорить процесс своего исцеления, и есть на то силы, можно не поочередно, как я перечислила, а одновременно сразу все 3 практические шага делать. Молиться, благословлять, благотворить. Кто же мешает? Цель наша, но просто не всегда можно сразу. Если промолитесь, легче дальше двигаться. Следующий шаг. Я проходила не раз, поэтому я знаю, что так легче. Цель наша одна – исполнить повеление Господа ради имени Его. Прощение обиды, оно иногда сравнимо с подвигом драгоценно. И это так. Вспоминаю одну реальную историю. У одной верующей женщины убили единственного сына, притом убили его жестоко и намеренно. И убийца был осужден, и он на несколько лет его посадили в тюрьму. И однажды, когда эта женщина пришла в ту тюрьму с целью распространить Евангелие, она там его, конечно, увидела. Подробностей я, к сожалению, не помню, но помню хорошо, что эта христианка смогла преодолеть в себе чувство обиды к убийце и исцелить свое сердце. Как она это сделала? Очень просто. Она поступила по Слову Божьему, она стала молиться о нем, регулярно носить ему передачи в тюрьму, проведывать его. Он принял Христа, и когда он вышел из тюрьмы, она его встретила и отнеслась ему как мама. Скажите, разве это не духовный подвиг?
Перечисленные шаги прощения можно применить не ко всем обидчикам, а только к тем, которые живы еще, драгоценные. Спешите. А если обидчик умер, как быть? Ведь что толку молиться, чтобы Бог его благословил, благотворить ему? Что вы, кому? Ну, цветочек на могилку поставьте, сходите. Но молиться нужно все равно. Правда, только молитвой, которую мы все вместе помолились, немножко изменив ее. То есть нужно все равно принять решение простить, попросить, чтобы Бог не уменил ему этот грех, да, вину. А затем осознанно поступить по Слову Божьему. Господь запрещает нам прикасаться к мертвому, так как это есть осквернение. А если мы с вами мертвеца помещаем в центр своего сердца, где должен быть что? Престол Божий, тогда это как? Мертвое несет мертвость и смрад. Однажды эта вонь, она начнет самопроизвольно выходить наружу, и вы уже не сможете контролировать свое поведение. Придите в себя. Я взываю тех, у кого есть эти обиды к мертвым родителям, дедушкам, бабушкам, еще кому-нибудь. И пока яд мертвеца вас не парализовал, усилием своей воли, осознанно, раз и навсегда очистите от всех мертвецов свое сердце, которое есть храм Духа Святого. И мы, драгоценные, не свои, мы Божьи. Вывод сегодняшней проповеди, он короткий. Не каждый человек, но только тот, кто осознал грехи и ценность жертвы Иисуса Христа за них, кто покорился Слову Божьему и старается исполнить его во имя Господа и во славу Божью, то есть кто строит свой дом на скале, сможет простить любого врага по-настоящему, а сердцем. И у нас с вами другого пути нет, как простить. Благословляю вас на этом пути, подвига вам духовных. Слава Богу, среди нас нету, да, тех, кто не примирился с Богом. Может быть, есть люди, которые хотят примириться с Богом и войти в семью Божию. Все свои. Слава Богу. А давайте сейчас будем молиться. Алена. Молиться за исцеление. Сегодня здесь, в этом зале, присутствуют люди, которые нуждаются в исцелении. И церковь, и те сестры, братья, которые